Региональное движение «Коми Войтер» возглавила Галина Габушева. Такое решение приняли делегаты съезда. За бывшего министра нацполитики и действующего директора Дома дружбы народов голоса отдали 110 человек. Ее конкурент, руководитель Эжвинского отделения «Коми Войтер» и руководитель Эжвинского общественного совета Алексей Габов отстал всего на 29 голосов. Евгений Ракин о том, как жарко проходили дебаты. Главной интригой второго дня съезда, безусловно, стало избрание нового лидера. Изначально на пост председателя движения «Коми Войтер» претендовало 3 кандидата. Однако член Совета Федерации от Коми Валерий Марков, который 17 лет уже руководил движением, взял самоотвод. В результате остались экс-министр национальной политики Галина Габушева и руководитель Эжвинского отделения Алексей Габов. Перед процедурой выбора глава региона пожелал всем участникам голосовать сердцем. Искренне благодарю вас всех, что мне предоставлена такая возможность здесь с вами сегодня находиться, принимать активное участие. Я просто призываю вас, уважаемые друзья, при принятии решения самое главное – внутренний голос. Правильно ты поступаешь или нет? Будущее за нами или нет? И здесь, по сути дела, мы не можем ошибиться. Мы вместе, поэтому мы сила. Спасибо. Жаркие дискуссии, кого же из кандидатов стоит выбирать, затянули процедуру избрания. Оба, что называется, достойны. Первый претендент имеет богатый управленческий опыт, второй позиционирует себя как энергичный, независимый и решительный. Отметили уже, что у меня опыта работы на должностях отсутствует. В бюджетной сфере я не работал. Но за себя отвечу. Я работал в объединении «Воркута-Уголь», непосредственно с Мордашовым по инвестпроектам. И в этой сфере я могу чем-то помочь. Однако не все земляки Габова, со слов экс-руководителя администрации Усть-Куломского района Дмитрия Шатохина, его поддержали. Конечно, сложно не избирать Габова Алексея, потому что наш земляк. Но, к сожалению, Алексей пока действительно белый лист, и, может быть, стоит включить его в исполком, посмотреть все его возможности. Ну и, конечно, сегодня самая сильная наша кандидатура Галины Ивановны Габушевой. Результаты тайного голосования предполагалось изначально объявить на следующее утро, но организаторы решили не испытывать терпения делегатов и подвели итоги в тот же вечер. У Габушевой 110 голосов, у Габова 81. Развитие села, защита экологии и сохранение традиций в ближайшие 4 года снова будут в приоритете. Будем совместно консолидировать свои усилия с такими общественными движениями, как региональное общественное движение «Коренные женщины» Республики Коми, куда входит, так скажем, по национальному признаку Коми наша женщина, так и межрегиональным общественным движением «Ижватас». Они сегодня присутствуют и все 3 дня принимают участие в работе съезда. Обновился у Коми Войтер и президиум. В него вошли 12 человек, в том числе Алексей Габов и предыдущий руководитель общественного движения Сергей Габов. Евгений Ракин, Елена Красильникова, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».